И мы возвращаемся в студию. С нами сейчас на связи заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров. Здравствуйте, Ильми ага. Добрый день. Добрый день. Я бы хотела... Вот мы прослушали... У нас есть обращение Ахтема Чийгоза по оккупации, ну, помимо очевидных вещей, о том, что это агрессия, о том, что это преступление международное, это демонстрация российской силы, и мир должен дать какой-то на это ответ. Там сказано очень четко, что необходимо принять законы о статусе народа, необходимо добиваться от России отмены всех судебных решений и всех преследований, освобождения всех заключенных. А также сказано, что ООН не должны ослабевать, то есть международное сообщество не должно ослабевать санкции против России до освобождения Крыма. Вот тут возникает вопрос: ослабевать или усиливать? Ну, у него в тексте говорится не ослабевать. Но мы ведь говорим о том, что Россию, санкции против нее, давление на нее необходимо усиливать, потому что пока она ведет себя демонстративно и нагло. Ну, это однозначно. Просто только что у вас в эфире был Роман Бачкала. Да. Он говорил о том, что эти методы не принесут никаких результатов. Я позволю себе не согласиться с этим. Я все-таки надеюсь, что дипломатические методы приведут к желаемым результатам, только меры должны быть адекватные. Если санкций недостаточно, значит их надо усиливать, расширять, углублять и оказывать большее давление на Российскую Федерацию, чем оказывается сейчас. Мы, знаете, вот санкции, это в принципе, это что-то находится, то есть это в ведении международного сообщества. По каким причинам они их не усиливают, непонятно. Я хочу вот о чем поговорить. Находясь в Крыму сейчас, когда Меджлис запрещен, когда, в принципе, происходит давление на крымско-татарский народ, мы сейчас не можем добиться даже какой-то четкой формулировки о преследовании, о расовой дискриминации, о преследованиях против народа. Я хочу понять, понимаете, вот международные организации постоянно говорят о том, что несмотря на то, что большинство кейсов преступлений в Крыму, которые сейчас рассматриваются в международных институциях, это крымско-татарские кейсы, в том числе и ваш, между прочим, это не преступление против народа, потому что там есть какие-то разные вещи. То есть одних преследуют за религию, других преследуют за политические убеждения, третьих за участие, за членство и главенство в Меджлисе. Я хочу понять, что вы думаете по этому поводу? Вообще жить в этой ситуации, в которой мы сейчас живем, очень тяжело. Что вокруг происходит, можно понять, только посетив Крым. Даже те наши соотечественники, которые уехали и несколько месяцев побыли на материке, они уже немножко отрываются от реальности и не особо четко осознают, что на самом деле в Крыму происходит. Вот все, что вы перечислили, оно имеет место быть. Есть национальные признаки, есть религиозные признаки, есть идеологические. Вот это все вместе взятое. И есть еще такая сторона в этом, как правовой нигилизм, полный правовой беспредел. Нет возможности ни защищаться, ни каким-то образом проводить свою деятельность. Вот, например, в вопросе запрета Меджлиса. Меджлис — это выборный представительный орган крымско-татарского народа. Выборный, я все время это слово подчеркиваю. Однако его приравняли к общественной организации, объявили экстремистской, запретили его деятельность. Мы фактически, на самом деле, можно сказать, прекратили деятельность. Единственное, что нас вот на сегодняшний день связывает с Меджлисом, это членство в Меджлисе. Ну и я продолжаю называть себя заместителем председателя. Деятельность очень резко ограничилась.
деятельность другая какая-то политическая в Крыму осуществляется очень тяжело. Например, проукраинская позиция расценивается как экстремизм. Несогласие с позицией ныне действующей власти или непризнание юрисдикции Российской Федерации в Крыму расценивается как экстремизм и может послужить причиной возбуждения уголовных дел. В последнее время власть даже какие-то новшества пытается вводить. Например, при последнем обыске у Марлена Мустафаева, это административное дело, по нарушениям обычно обыски не проводятся. Однако у него не просто провели обыск, его арестовали на 11 дней, но еще вместе с ним арестовали и дали по 5 дней лишения свободы еще 10 людям, которые просто пришли его поддержать. То есть это посыл на то, чтобы люди находились в состоянии постоянного страха, постоянно в состоянии какого-то оцепенения и перестали даже поддерживать друг друга. Как один журналист пошутил, может быть, теперь на остановках, где люди собрались вместе подождать автобус, может, теперь автобусы будут людей, которые ждут автобуса, будут задерживать. И такое может случиться. У нас есть сейчас обращение Ахтема Чийгоза, которое он передал по случаю 3-й годовщины оккупации из тюрьмы. Я хотела бы вместе с вами послушать этот текст. Обращение заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа, политзаключенного Ахтема Чийгоза к народу, президенту, правительству и парламенту Украины. Рассматривая события 26 февраля 2014 года, необходимо говорить о всех проблемах, предшествовавших оккупации Крыма России. О тех политиках, общественных деятелях, политологах, политических партиях, общественных образованиях, журналистах, телекомпаниях, которые рассматривали Крым как место для реализации политических, коммерческих и личностных амбиций и целей. И на фоне этих мелких людишек, которых абсолютно не беспокоила судьба Крыма как региона, резко выделялись крымские татары, которые за подобное отношение называли вышеперечисленных временщиками. Нас никогда не покидало чувство, в чем впоследствии мы оказались правы, что каждый из них в меру своих возможностей, поимев Крым, свалит при первой же возможности со столь горячо любимого, такого прекрасного и уникального полуострова. С таким отношением, с таким мелочным внутренним миром, по сути своей являясь барыгами, причем продавая и честь, и достоинство, и совесть, не имея никакого отношения к таким высоким моральным понятиям, как родина, патриотизм, чувство долга и ответственности, мы же ставили высокие цели – политические, экономические, социальные, несмотря на все трудности, которые нас окружали. Мы видели и видим развитие Крыма, нашей Родины, как успешного привлекательного региона, и ни на минуту не ставили под сомнение территориальную целостность Украины и принадлежность к гражданству. Альтернативу мы не рассматривали. Вот на таких базовых принципах мы разошлись. По одну сторону политическая сила, орган национального самоуправления, Меджлис крымско-татарского народа, по другую барыги, называющие себя политической элитой Крыма. Несоответствие этим принципам, нежелание отказываться от своей низкой сущности, использование так называемой русской темы привело к тому, что в политической борьбе все 25 лет, а некоторые и сегодня, в той или иной степени выставляли крымских татар дестабилизирующим фактором, спекулировали на их праве на свою историческую родину, выставляли религиозную принадлежность к исламу как угрозу и все это время пытались так или иначе повлиять на нашу политическую монолитность. И это касалось всех политических сил в Крыму. Появление крымских татар в органах власти, в структурах МВД, СБУ, прокуратуры и так далее настолько раздражало существующую власть, что придумывались гнусные предлоги в отказе при назначениях, такие как якобы неконкурентоспособность, выделение одной этнической группы, а порой просто национальная принадлежность. Не хочется опускаться до персоналий, но придется. Разве первый Майдан Януковича против оранжевой революции 2004 года на площади Ленина перед Советом министров Крыма не Куницын организовал, использовав так называемые формирования казачества, афганцев и всякий другой сброд? А его шестерки агалета носились по Крыму с призывами, которые использовались и накануне 26 февраля 2014 года «Не допустим фашизм» и так далее.
А вновь назначенный представитель демократических сил Украины Матвиенко выдвинул теорию конкурса при назначении руководства районами в Крыму. А как не вспомнить эпопею выделения земли под соборную мечеть во главе с председателем Верховного Совета Крыма Гриценко? Некоторых известных членов партии регионов, которые, спекулируя на религиозных чувствах, усугубляли разделение между разными религиозными и национальными группами. К сожалению, таких примеров много, когда использовали население Крыма, обманывая, спекулируя, фактически разжигая межнациональную рознь для достижения своих личных целей. Мы же, крымские татары, искали союзников и в основном в Киеве, чтобы повлиять на эти опасные процессы. Наш лидер Мустафа Джемилев призывал нас с пониманием относиться к тем трудностям, с которыми столкнулась независимая Украина. И мы большую часть проблем старались решить сами или жить с ними, дожидаясь, когда Украина окрепнет, станет полноценным членом Европейского Союза, будет привержена международным нормам, правам, свободам, что, естественно, скажется на решении наших, в первую очередь, политических требований. Говоря о негативе прошлого, я думаю о том, чтобы не допустить этого и в настоящем, и в будущем, и призываю довериться в разработке необходимых мер по Крыму и прислушаться в первую очередь к Мустафе Джемилеву и Рифату Чубарову, которые всегда умели нести ответственность за судьбу Крыма, и к другим, честным, не запятнавшим себя своим прошлым людям. 26 февраля, спустя 3 года, откладывание решений вопросов, связанных с оккупированным Крымом и его статусом крымско-татарской национальной автономии, уже недопустимо. Несмотря на те трудности, в которых оказалась современная Украина, мы не должны зависеть от мнения политиков, занимающихся барыжничеством. Наши действия должны быть консолидированы по всему миру, а украинские политики, депутаты и президент Украины обязаны взять на себя ответственность и принять соответствующие решения. По скриптум. Примите это обращение не как упрек, а как слова человека, более 2 лет сидящего в СИЗО только за то, что отстаиваю свои принципы и отказался идти на любые сделки, порочащие мое достоинство и честь, достоинство моего народа и Украины в целом. Ахтем Чийгоз, 22 февраля 2017 года, СИЗО, город Симферополь. Ну вот, в общем-то, в принципе, барыги у власти и народ, который борется за статус. Ильмиага, я хочу спросить вас, вы ведь были одним из немногих руководителей местной власти в Крыму, кто даже после референдума отказывался вывешивать российский флаг. Я хочу спросить вас, как это было противостоять уже, в принципе, России, которая заявляла свои права? Ну, если немножко прислушаться к тому, что написал Ахтем Чийгоз, там у него каждая фраза как выстрел. Это правда. Каждая фраза — это правда. И некоторые из этих барыг оказались в Киеве, некоторые оказались в новой власти. Что касается меня, в принципе, я почти 20 лет был украинским чиновником в Крыму, всегда занимал проукраинскую позицию. И, честно говоря, даже в период юрисдикции Украины в Крыму я тоже был больше белой вороной, чем интегрированный в эту власть чиновник. У меня всегда были проблемы во взаимоотношениях, потому что в Крыму большинство в последнее время было у партии регионов, а регионалы в Крыму не скрывали никогда своих пророссийских устремлений или пророссийских позиций. Что касается вот этого периода подготовки к референдуму, начиная где-то с 20-х чисел февраля, у нас были информации о том, что Верховная Рада готовит какие-то обращения к Путину сепаратистского содержания с просьбой присоединить Крым к Российской Федерации. То есть эти информации у нас были, мы видели, что скапливаются военные, что появляются какие-то новые лица. И 26 числа они планировали провести сессию Верховной Рады Автономной Республики Крым, чтобы принять решения, подобные тем, о которых я сейчас сказал. Но именно поэтому и собрался. Вернее, я в этот день тоже несколько раз поднимался вместе с Чубаровым в кабинет Константинова, как минимум 2 раза в кабинете был, и 1 раз там по коридорам
Мы общались с депутатами. Что-то не хотел намного больше. Если бы Скажите, Я вас не слышу. Да, я просто... Вот мы как раз вот сейчас идет ретроспектива тех кадров на экране. Я хотела спросить, вот фактически Меджлис был единственным как институтом власти, таким неинституциализированным, да, непризнанным официальным Киевом, кто противостоял тогда политически тому, что происходит. Скажите, пожалуйста, я просто хочу ваше мнение услышать. Что стало причиной вот того захвата, аннексии, оккупации? Ну, мне трудно их логику понять. Ну, то, что в Крыму, начиная с 90-х годов, то есть весь период даже украинской юрисдикции, любят говорить независимой Украины, в Крыму всегда преобладали пророссийские настроения. Ну, на самом деле, наверное, толчком послужило бегство Януковича и удобный момент. Просто руководство Российской Федерации в лице Путина выбрало момент, когда Украина находилась в наиболее слабом положении. Как любит говорить их лидер, ну, произошел удар в спину. Да. Я хочу, знаете, у меня есть просто еще один такой вопрос. Сейчас идет суд над Ахтемом Чийгозом, вы под следствием, опять-таки. И есть вот это интересный момент. Есть заключение международных комиссий о том, что по делу 26 февраля, что то, что произошло там на площади, там были несчастные случаи, гибель нескольких людей, что причиной этому действия полицейских. Вы были рядом с этими событиями, вы были с Рифатом Чубаровым, вы общались с Константином. Расскажите, пожалуйста, ваше мнение, как так получилось, что погибли люди, и это сейчас стало причиной для судебного разбирательства? Не кажется ли вам, что это была провокация? Ну, это однозначно была провокация. И если кого-то судить за это, то нужно судить тех, кто организовал вот тот второй параллельный митинг. Накануне, когда Меджлис готовился проводить мероприятие для того, чтобы воспрепятствовать Верховной Раде принять сепаратистские решения, речь шла даже не о митинге, а о пикете. И если вы обратите внимание, у нас даже в начале этого мероприятия не было звукоусиливающей аппаратуры. Это говорит о том, что мы сами не ожидали такого большого количества людей. Мы думали, что это будет небольшой пикет. И я, правда, в этих процессах не участвовал, но руководство Меджлиса проводило даже встречи с лидерами русского единства, ну, в частности, с Аксеновым. И они определили разное время. В 10 часов пикет Меджлиса и в 14 часов мероприятие русского единства. Однако, когда крымские татары начали собираться к 10 часам, уже достаточно большое количество представителей русского единства стояло с правой стороны от входа в Верховную Раду, ну, как бы заняв позиции. И если вернуться к самому серьезному моменту в обвинении, 2 человека погибло в результате этих столкновений, на самом деле эти 2 человека погибли не в результате столкновений, а женщина погибла внутри своих, у них там какая-то давка произошла, а мужчина, который погиб, он вообще никакого отношения к митингу не имеет, он где-то в скверике там прислонился к дереву, и был обнаружен труп. Его уже потом привязали к этим мероприятиям около Верховной Рады. Я благодарю вас за то, что вы нам рассказали, и за связь. Я понимаю просто, сколько мужества надо, чтобы
продолжать говорить в Крыму сейчас. Спасибо вам большое за ту информацию, которую вы дали. И мы продолжаем наш марафон. Я хотела бы, чтобы обращение Ахтема Чийгоза, есть еще обращение Ильми Умерова. Я бы хотела, чтобы эти слова, которые правильно сказал Ильми Ага, каждая из них как пуля, чтобы они стали таким путеводителем на следующий год для принятия необходимых нам всех решений. Не переключайтесь, мы пока уходим на короткую паузу, а потом продолжим.